В Кыргызстане появилась новая политическая сила. Более 10 партий, которые по итогам парламентских выборов оказались в аутсайдерах, объединились в организацию «Национальный конгресс». Главная задача – добиться пересчета голосов. По мнению лидеров объединения, голосование прошло с явными нарушениями. По их данным, все они должны стать депутатами. Мы не признаем этих выборов чистыми и открытыми. Они были сфальсифицированы. Мы хотели бы пересчета голосов на всех абсолютно участках. Но далеко не все не признают результаты выборов. Лидер партии СССР Ишенбай Кадырбеков признал свое поражение. Но чтобы проигравшим не было обидно, члены нового объединения решили создать теневой парламент, где все они будут самопровозглашенными депутатами. И я думаю, правильно делают эти партии, сколько бы голосов не было бы, объединиться в одну единый, как говорится, кулак, для того, чтобы, по крайней мере, быть оппонентом или даже помогать действующей уже новой парламенту, новой исполнительной власти. И, наконец, я думаю, она должна контролировать исполнение обещаний, которые выигравшая партия. Мы должны, в конце концов, принимать политические решения. Критики в адрес Центризбиркома было много. Выступления ораторов были эмоциональны и, стоит отметить, бездоказательны. Документального подтверждения нарушений ни одна из партий так и не предоставила. Свое слово вставили и представители победителей. Кандидат в депутаты от Атамекена резюмирует: думать об объединении надо было раньше, тогда и шансов пройти в парламент было бы больше. Если бы это объединение произошло до выборов, все могло быть иначе. Но, к сожалению, вот наши амбиции, наше желание быть лидерами, иметь собственный портфель, министерство, это вообще, наверное, наш менталитет, к сожалению, сыграл вот такую злую штуку. Сам глава Центризбиркома, который присутствовал на встрече в качестве гостя, за все время заседания не проронил ни слова. Лишь в конце пообещал, что окончательные результаты выборов будут обнародованы после тщательного расследования каждого нарушения. Но прежде необходимо будет предоставить в ЦИК доказательства по каждому из них. Константин Конкин, Улан Мунаимов, Бишкек, Кыргызстан.